Зима в Ингушетии в этом году была теплой, а значит счастливые, довольные, голодные и очень злые клещи выходят на поиски своей потенциальной жертвы. Как правило, опасные вредители любят зону естественных складок между пальцами рук, ног, в области затылка. В общем, там, где можно свободно затеряться и наслаждаться за прекрасным завтраком, обедом или ужином. Чаще всего клещи падают с деревьев, с гнезд или выжидают жертву на траве. В общем, ты не ты, когда голоден. Терпение у клещей завидное. Опасное насекомое долго выбирает нужный участок на теле человека или животного, прокладывает себе дорогу к питанию и уже потом пускают слюну, которая во многих случаях бывает заразной. Клещ хоть и с виду не солидный, но сил для того, чтобы встреча с ним навсегда осталась в памяти, у него достаточно. В начале апреля насекомые становятся особенно опасными, поэтому в региональном Роспотребнадзоре тревогу бьют уже в середине марта. Несмотря на то, что у нас заболеваемость крымской геморрагической лихорадки с 2008 не регистрировалась, но у нас с 2004 по 2008 год было зарегистрировано 6 случаев крымской геморрагической лихорадки, из них 5 было с летальным исходом. Поэтому хотелось бы сказать жителям, что своевременно, вот после того, как вы или с животными работали, или вы выходили на прогулку, чтобы проводили взаимоосмотр главного государственного санитарного врача Республики Ингушетия. Даны рекомендации всем главам администрации, чтобы они проводили акарицидные обработки. Акарицидные обработки проводиться должны в летних оздоровительных учреждениях перед началом каждой смены и после смены. В Ингушетии с начала открытия сезона клещами укусаны уже 8 человек, среди них дети до 14 лет. Клещ всегда в режиме ожидания. Зеленая травка и блестящее солнце только подогревают аппетит. Питается насекомое чаще влагой, ну и, естественно, кровью. Специалисты напоминают, основная защита от вредителя – это использование репеллентов и правильная одежда. При посещении лесных массивов, полей или огородов важно одеваться так, чтобы клещ не имел возможности заползти под одежду. Обязательно рубашка должна быть с длинным рукавом или на манжете, или резиночкой закреплены. Брюки должны быть обязательно заправлены в носки. И желательно, чтобы голову тоже прикрывали косыночкой, голову, шею. Максимально, чтобы открытых участков тела было меньше. А так еще мы рекомендуем использовать репеллентные средства, чтобы открытые участки обрабатывали репеллентными средствами. В природе насчитывают 48 разновидностей клещей. Они обитают практически на всех континентах и адаптированы практически под любой климат. Большинство клещей не представляют для человека опасности, ну а другие могут нанести вред на всю оставшуюся жизнь. Многие при укусе клеща вытаскивают его народными способами. Самый распространенный способ – с помощью подсолнечного масла. А вот что об этом думают врачи. Если уже увидели, что клещ достаточно глубоко внедрился под кожу, в этом случае совершенно не советуют заниматься самодеятельностью. И не следует капать масло. Распространенное заблуждение, потому что этим мы совершенно его даже не напугаем, он просто глубже уйдет под кожу и будет еще сложнее достать его из-под кожи. Нужно незамедлительно обращаться в травматологические пункты, которых у нас достаточно. Есть большой опыт доставания этих товарищей из кожи, из подкожных покровов. Клещ является переносчиком самых опасных инфекций. Наиболее актуальными являются болезнь Лайма, клещевой энцефалит. Также клещи переносят тиф и лихорадку. Конечно же, тонкие кожные покровы у клеща мы можем оторвать, разорвать, отчленить от головы тела. Все, что при этом будет происходить, это дальше процессы уже, которые невозможно остановить самостоятельно. Это нагноение кожных покровов, образование всевозможных язв и раночек. И помимо всего прочего, мы не знаем, клещ имеет в себе, носит в себе какое-либо заболевание возбудителя или нет. Если все же обнаружили на себе клеща, извлекли его сами или в медучреждении, отнесите его в лабораторию для успокоения души и для того, чтобы убедиться, что он не переносчик инфекции. В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии функционирует современная лаборатория, где есть все необходимое оборудование для того, чтобы врачи смогли
обследовать клеща. На первый взгляд кажется, что он мертв. На самом деле он в спячке. Врачи его специально заморозили для того, чтобы выяснить вид и инфекции. Здесь специалисты могут отследить с помощью специального оборудования все заболевания, которыми болеет клещ. Помимо прочего, могут установить, какие мутированные виды насекомых водятся у нас в республике. Видите, он у нас черного цвета. Это буквально клещ свойствен для нашей республики. На других территориях он, конечно, паразитирует. Он называется Boophilus annulatus. В основном он обитает на крупнорогатых скотах, на мелкорогатом скоте. Паразитирует практически всех животных. И в течение 5 лет, когда мы исследовали, этот клещ, это вид, это разновидность, практически находит в первых рядах, на первом месте, который и является распространителем этого вируса. Так или иначе, не ждите, что проблема обойдет вас стороной. И если все-таки судьба свела вас с клещами, не занимайтесь самолечением. Обратитесь в медучреждение и не забудьте отнести его в лабораторию. Лина Сычева, Магомед Аскиев, Новости 24.